Александр Сергеевич, добрый день. Добрый день. Команде предстоит старт премьер-лиги, соперник Карабалта. И первый вопрос, наверное, ввиду каких-либо медицинских или иных причин, кто точно не сможет принять участие в завтрашнем матче? Азиз Садыков и Азамат Муралиев по медицинским показаниям завтра принять в игре не смогут. Только два игрока? На сегодняшний день, да, но еще целый день сегодня есть, посмотрим. Надеемся, все будет хорошо. В прошлых сезонах был возрастной ценз. В 2019 году Акматов, а в 2020 году Токатаев закрывали эту нишу. Насколько нам известно, в нынешнем сезоне возрастных ограничений нет. В связи с этим вопрос, будут ли молодые игроки получать игровое время, в особенности в матчах с соперниками из нижней части таблицы, как Карабалта? Ну, во-первых, не только Акматов и Токатаев закрывали позицию. У нас были моменты, когда Токатаев и еще другие по цензу выходили. Но выходили они не по цензу. По цензу, понятно, мы учитывали и план на игру, и все остальное. В этом году ситуация не поменяется. Играют сильнейшие, и по цензу это игроки национальной сборной, тот же Акматов, ну, кандидаты в нее. Поэтому здесь как бы все равно спортивный принцип. И у нас нет такой ситуации, что мы затыкаем какие-то дыры менее квалифицированным футболистам. Нет, по цензу это достаточно квалифицированные, конкурентоспособные футболисты. В этом году будет такая же ситуация. Еще раз обращу внимание, что мы в этом году взяли достаточно молодых футболистов, то есть не старше 23 лет, даже 23, по-моему, никому нету. Поэтому здесь ничего не поменяется. Спортивный принцип, кто сильнее, тот и будет играть. Здесь проблем я не вижу. Вот уже как 20 лет Карабалта не может обыграть и даже более набрать очки в матчах с Дордоем. Не будет ли в связи с этим места недооценки в завтрашней игре? Ну, это вопросы Карабалты, сколько они там не могут. При всем уважении, команда хорошая, крепкая, всегда они с характером, каждый год в любой ситуации. Ну, с нашей стороны точно не будет никакой недооценки, потому что мы в каждой игре настраиваемся максимально серьезно, готовимся. Да, и даже вот предыдущий вопрос по поводу из нижней, что значит из нижней, а из нижней таблицы, что люди плохо играют в футбол, что ли? У нас были моменты, когда мы 2-5 Элбирсу проигрывали, а он в концовке сезона занимал там 7-6 место, ну то есть не вверху. Нет, никакой недооценки здесь не может быть. И заключительный вопрос. Первая игра прошлого сезона против Карабалты выдалась очень тяжелой для Дордоя, исход которой решил единственный гол за 15 минут до конца игры, когда забил Фахат Мусабеков на 76-й минуте. Может ли повториться такой сценарий в завтрашнем матче, когда вашей команде придется весь матч взламывать оборону соперника? Да в игре все что угодно может произойти. И я еще раз повторюсь, команда Карабалты – это хорошая, крепкая команда. В любое время года, в любой ситуации ребята играют в футбол и все время бьются на поле, самоотдача на самом высоком уровне. И для нас простых игр никогда не было, хоть против кого. Для нас каждая игра представляет максимальные трудности, и наша задача правильно к ней подготовиться и их преодолеть. Все, спасибо большое. Спасибо.